В 2021 году более 3000 жителей Коми прошли обучение или профессиональную переподготовку в рамках федерального проекта «Содействие занятости». И что важно, 75% из них трудоустроились на новом или сохранили прежнее место работы. О том, как проект работал в Ухте, расскажет Виктория Науменко. Слушатели от 18 лет до пенсионного возраста, мамы в декрете, безработные, желающие сменить работу или получить дополнительную квалификацию, освоили новые востребованные на рынке труда профессии в формате доступных теоретических и практических занятий по удобному графику, в том числе в дистанционном формате. Удобно тем, что имеется возможность, не выходя из дома, обучаться, то есть даже если маленький ребенок. Все интересно, сложно, конечно, потому что это все незнакомо, но интересно и все доходчиво объясняют, все понятно, в принципе. Более 1000 заявок на обучение и более 400 человек, успешно его прошедших. Это итоговые показатели по Ухте. Отселись в процессе единицы, и те в основном по болезни. Не было таких, что пришел, я понял, что это не мое. Другой вопрос, что в связи с ковидом, то есть в связи с эпидемиологической обстановкой, действительно есть определенный процент людей, которые находятся на самоизоляции, как контактные, как заболевшие. В Ухте образовательный проект проходил на базе Института дополнительного образования Ухтинского университета под шефством двух федеральных операторов – RunHix и WorldSkills. Под федеральным оператором WorldSkills и нашим региональным оператором мы реализовывали одну программу, дополнительную программу профессиональной переподготовки по компетенции бухгалтерский учет с учетом стандартов WorldSkills. Значит, у нас обучились 38 слушателей. И по федеральному оператору RunHix у нас обучились 378 слушателей. Участником образовательного проекта федеральной программы «Содействие занятости» могли стать жители любого города России и Республики Коми. Направлений обучения около 200. Но особенность реализации программы в Ухте – возможность обучиться в том числе рабочим специальностям по 15 программам профессионального обучения. Самое большое количество заявлений было подано на профессию оператор по добыче нефти и газа. Очень была актуальна профессия повар. В республике уже не первый год эта профессия остается востребованной, очень востребованной. Благодаря приобретенным навыкам люди сохранили существующие места работы, нашли новые призвания, в том числе открыли свое дело, оформив самозанятость. Объявили, что будет обучение конкретно на агента по недвижимости, и грех терять такую возможность. Мы отучились и получили официальные государственные сертификаты о том, что мы являемся квалифицированными специалистами по продаже недвижимости. Решила выбрать, потому что мне интересно это направление. Я работаю в данный момент, и решила освежить, наверное, свои знания. То есть в целом довольна результатом. В наступившем году образовательный проект продолжится, однако претерпит изменения. Более подробная информация о них поступит от правительства РФ позже. Однако известно, что все поправки будут нацелены на увеличение доступности программы. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.